Всем привет! В этом уроке давайте поговорим о свойстве box sizing и рассмотрим вот такой пример. К примеру, у нас есть три блока и посмотрим в CSS, какие у них свойства. Первый блок. Все они имеют ширину 200 на 200, но первый блок при этом имеет еще внутренние отступы, пэддинги по 20 с двух сторон. И все они имеют рамку 1 пиксель. Но при этом, как видите, все они по-разному выглядят. Если мы немного их увеличим, смотрим, второй и третий блоки в принципе похожи, но все равно вот буквально там 1-2 пикселя, скорее всего 2 пикселя как раз и отличия имеются за счет рамок. Ну а в первом случае, конечно, за счет еще внутренних отступов, пэддингов. И смотрим, как этого всего можно избежать, используя свойство box sizing. Для третьего случая мы использовали свойство box sizing border box, который, вот, к примеру, у нас ширина первого квадрата получается 20 пикселей отступ слева, плюс 200 пикселей ширина блока и плюс 20 пикселей внутренний отступ справа. А если еще учитывать border, рамку слева и справа, то ширина общая вот этого блока будет равна вот этому вот значению 242 пикселя. Давайте вот так напишем для примера. Можно это все закомментировать, но для примера оставим. Ширина второго блока у нас будет равняться 1 пиксель. Это рамка слева, плюс 200 пикселей ширина блока самого и 1 пиксель рамка справа. Вот здесь. Итого у нас получилось 202 пикселя. Из-за того, что мы не указывали пэддинг. А в третьем блоке мы использовали ту же рамку border, но при этом мы использовали свойство border box sizing, который вот прописали мы 200 пикселей. Оно эти 200 пикселей нам и выдает, а уже и в эти 200 пикселей, в эту ширину, оно вписывает уже и рамку, то есть сам блок немного уменьшился за счет того, что надо добавить еще рамку. Если мы добавим еще пэддинги, то по идее у нас третий блок должен стать таким же большим, как и первый. Но этого не случится, потому что мы используем свойство border box sizing. И это свойство фиксирует указанную нами ширину какого-то объекта или какого-то содержимого. И за эту ширину мы уже не выйдем никак. Это очень удобно для верстки какого-то дизайна, потому что вы указали уже ширину какой-то колонки там, или какого-то объекта, и эта ширина уже не будет расти, если вы где-то укажете еще какой-то отступ, добавите рамку, и ничего у вас не поплывет. И очень полезно использовать свойство box sizing, которое держит ширину объекта, в общем, размеры объекта держит в том значении, которое вы указали, и уже ничего не добавляет, ничего не изменяет. А все рамки и отступы
уходят, добавляется за счет уменьшения самого блока. Вот такое интересное свойство. Box Sizing, Border Box. На этом все. До встречи в следующем.